Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Земной вам поклон. Мои милые, кто желает заказать личное гадание, у меня до 7 августа запись на личное гадание закрыта. Пожалуйста, если хотите, пишите мне после 7 августа на WhatsApp. Если вы будете писать мне по поводу личного гадания, пишите сразу мне ваше имя и полную дату рождения. Я тогда вам отвечу, смогу ли я с вами поработать, либо нет. И дальше сообщу вам информацию, необходимую для личного индивидуального гадания. Так, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что вам по судьбе на будущей неделе? Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, надеждах, мечтах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что мне по судьбе на будущей неделе? Итак, я надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что вам по судьбе на будущей неделе. Так, сразу кидается очень какая-то насыщенная неделя идет в плане каких-то встреч, знакомств, поездки, какие-то выяснения, что-то будет проясняться. Вы будете сразу прям очень активны, да, по несколько дел сразу делать. И у вас самочувствие такое, знаете, прям как прет. Вы чувствуете, что я на высоте, у меня энергетика, я не устаю, я бегу вперед, у меня все мои планы реализуются, у меня все в руках горит. Очень хорошее время, хорошая неделя для того, чтобы, порешать дел на год просто-таки, да, до конца года все можно порешать и разрулить. Вы столкнетесь с тем, что вам в деловых вопросах будут открыты все возможности, все дороги, все пути. То есть все, что вы там себе надумаете, решите, либо какие-то вопросы там с документы, суды, государственные учреждения, работа, да, везде вас ждут, везде вам рады, везде вам все открыто. Но что касается личных отношений, здесь, конечно, немножечко все будет не так. По личным отношениям вам будет казаться, что вас окружают какие-то все странные, в кавычках, странные люди со странными взглядами и вкусами на жизнь. Вы будете просто не понимать людей вокруг вас. Вам будет казаться, как человек может быть таким? Как человеку могут приходить в голову такие идеи? Возможно, всю неделю вы будете учить людей вашего окружения, будь то ваша семья, будь то ваш муж, детки, родители, друзья, коллеги и даже начальство. То есть вы будете всех поучать, то есть вы будете за всеми, не исправлять ошибки, да, но тыкать носом, да, в эти ошибки и говорить свои там рекомендации, советы по поводу происходящего. То есть неделя будет жаркой на дела, но, к сожалению, разочарования будут по личным отношениям, да, по коммуникациям. Смотрите. Начало недели пойдет очень достаточно так бодро, то есть понедельник у вас такой день на раскачку будет, хотя вы уже будете рваться в бой, и со вторника вы уже в бою, причем будете направо-налево махать шашкой, причем у вас будет прям такой победителя рывок вперед. Вам очень понравится эта роль. И вы знаете, многие тут для себя решают, что все, я теперь себе цену знаю, я в себя верю, и я буду менять свою судьбу, менять свою, может быть, там карьеру, взгляды свои менять. То есть вам понравится быть на виду, вам понравится это ощущение, да, что я сила, я мощь, я могу на многое повлиять, и все идет по моему плану, по моей задумке. Я верю в себя, я верю в то, что у меня все получится. Это прекрасное ощущение. Постарайтесь в нем сохраниться максимально долго, да, запомнить себя в этом ощущении. Потому что, действительно, вы и есть такой человек. Вы реально можете и побороться, и отстоять. Но иногда у вас просто закомплексованность, скорее всего, она у нас у всех есть. Но у вас прям как, знаете, как под ложечкой подсасывает, да, вас прям отговаривает от каких-то действий, либо от активности. Но я вижу, что на неделе будет много активности, и причем
Вот тут восьмерочка у вас вышла. По восьмерочке вы просто, да, у вас как будто бы на неделю будет не 7, а 8 дней. То есть вы так активно поработаете, вы столько всего много решите, сделаете, урегулируете, исправите, направите, порешаете, что действительно до конца года вы можете все разрешить. У вас здесь будут по несколько дорог в день, причем они будут путанные, и любой другой нормальный бы человек просто сошел с ума от такой нагрузки. А вам это все будет какой-то прям кайф, да, и вам это будет очень нравиться. Вы будете прям активничать, вы заметите, что вы стали даже лучше выглядеть, что вам, ну, как говорится, вот эта вот надрывная работа, она как будто бы к вам к лицу. И будете, вот если вы девушка, получать очень много комплиментов. Не только от мужчин, но и от женщин тоже. По поводу того, как вы выглядите, насколько там блестят ваши глаза, насколько вы вот хороши, активны. Еще раз говорю, вот запомните то, как вы себя чувствуете. Это и есть вы настоящая, понимаете, вот такая вот прям боевая амазонка. Либо такой вот рыцарь, да, в блестящих доспехах, если смотрит меня мужчина. Так, что касается отношений. Если вы в паре, в браке, в отношениях, ну тут по-любому вы кого-то учите, да. Если у вас есть муж, либо жена, то будете поучать, будете вот объяснять, что хорошо, что плохо, какие-то банальные совершенно, ну, обыденные бытовые вещи вы будете пояснять. К сожалению, ваш партнер будет вести себя просто как младенец, дитя неразумное. И я вижу, что вы, скрипя сердцем, пытаясь сдержать свои какие-то, может быть, ну, такие нотки агрессии, да, вы все равно будете вот так монотонно показывать, рассказывать, объяснять. Ну, в общем, сдержитесь, вы себя сдержите, потому что вы любите своего партнера и видите, что партнер действительно искренне не понимает, да, почему вы там негодуете, да, и в чем там ошибка, в чем проблема. Если же вы, например, встречаетесь, то тут то же самое, да, ваш любимый человек, ну, что-то выкинет такое непонятное, да, что вам очень не понравится, и вы будете действительно объяснять, что мне это не нравится, что это неправильно, что нужно так, так, так. Если ты хочешь отношений со мной, то я, например, не потерплю такого отношения, либо пренебрежения, либо мне не по пути с человеком, который, например, там, ну, там не уважает меня, да, либо заставляет меня ждать, либо транжира. То есть у каждого будет своя версия, да, у каждого будет своя причина. Но я вижу, что партнер, будь муж, будь то просто ваш любимый человек, будет вас слушать и понимать. Труднее будет с детками, потому что детей, вот реально, да, их нужно будет уговаривать и мотивировать. А здесь дети вот какие-то, не знаете, вот могут вести себя очень сильно непослушно, взбалмошно, не реагировать на вас. Главное, не опускайтесь до каких-то криков, тем более уж там угроз и шантажа. Вот с детьми это не пройдет, потому что шантажировать тут бесполезно, потому что я вижу вас, вы очень добрый человек, вы можете сказать, что нет, я тебя запрещу, никогда там ничего не сделаю. При этом пройдет время, вы оттаете, и ваши дети об этом знают. Здесь именно пойдет очень сильная мотивация. Вы, ну, считайте, что вы научитесь говорить со своими детьми. Вы что-то придумаете, чем вы можете заинтересовать ребенка. Вы будете об этом говорить, вы будете его мотивировать, вы будете ставить цели перед этим ребенком. И да, это будет сложно, но вы это сделаете. Я вижу, что у вас получится. Так, родители. Ну, родители тут отдельная категория. Да, с родителями тоже, как с детьми, придется сложно, потому что здесь могут быть... Знаете, какая-то может быть и ревность, и желание там не навредить, и желание уединиться там с гордо поднятой головой куда-нибудь уехать, сказать, вот, мне пришлось покинуть дом, потому что я там всем мешаю. Понимаете, ну столкнетесь вы с тем, что вот люди будут вести себя реально вокруг вас немножечко неадекватно. У каждого по-своему, у каждого будет своя причина. Но я вижу, что вы справитесь, что у вас хватит выдержки и терпения и так-то, чтобы со всеми договориться, чтобы всех уговорить, и чтобы ничего дурного не произошло, никаких скандалов. Единственное, что я вижу, что, скорее всего, вы не сдержитесь с кем-то, вот, может быть, я не знаю, сцепитесь с соседи, может быть, какой-то человек где-то вот на улице, в публичном месте. То есть там уже человек будет просто безобразно себя вести, и вы можете, ну, призвать этого человека к порядку, вот таким макаром. Но вы должны понимать, что человек, ну, смотрите, вам очень важно адекватно оценивать ситуацию, потому что человек может быть просто не в себе, либо под действием каких-то веществ. Да?
Будьте в этом плане аккуратны. Вот. А еще я вижу, что у вас, ну, вы вообще забудете о том, что у вас где-то что-то там болело, кололо и ныло. Вы будете прям гореть активной социальной жизнью. И знаете, вам лучше больше спать, высыпаться, потому что вы можете вот прям, я не знаю, сутки напролет работать, мозг у вас прям такой, знаете, накаляется от этой работы, вы не будете чувствовать усталость, вы будете в таком подъеме, но на самом деле это будет вредно для ваших нервных клеток. То есть к концу недели вы можете почувствовать, что вы, ну, выгораете, просто выгораете, поэтому лучше вам активно вести себя днем, при этом соблюдать режим отдыха и сна обязательно к исполнению. И если вы где-то можете там лишние полчасика доспать, то, пожалуйста, воспользуйтесь этим моментом, иначе вы можете действительно себя перенагрузить. А это, ну, сами понимаете, не очень хорошо будет ни для вас, ни для вашего здоровья. Мои дорогие, неделя интересная, неделя очень активная, очень эмоциональная, мне тут просто уже нечего добавить. Очень много активных действий, активных дорог и активных вот прям и встреч, и договоров заключенных, и каких-то решений для вас выгодных и важных. Но с близкими людьми, пожалуйста, терпение, такт. Не доводите до каких-то агрессивных моментов, но и в то же время, ну, я вижу, что вы справитесь с ролью вот такого, знаете, терпеливого учителя, который будет давать уроки нужные, полезные наставления, которые будут помогать вам принимать человека таким, как он есть, и человеку подтягиваться, скажем так, до вашего уровня. Неделя интересная, пусть она поскорее настанет, порадует вас. Извлеките из нее по максимуму полезного и нужного для вас. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.